Продолжаем. Дикой, Кабаниха, Борис и Катерина заговорили по-бурятски. Одна из самых известных пьес Александра Островского теперь появится в репертуаре бурдрамы. Пока из-за пандемии даты премьеры еще нет, но постановка уже готова. Как звучит русская классика на Втором государственном республике и сколько артистов Щукинского училища выйдет на сцену, знает Никита Коробенков. Это знаменитая пьеса Островского «Гроза». Она, кстати, есть в школьной программе по литературе. Главное отличие – актеры говорят на бурятском, потому что действие происходит в театре бурятской драмы, ну и актеры в масках. Почему, объяснять не надо. Это Катерина, ее играет Лосалма Протасова, а это Варвара, ее играет Ольга Ламбоева. Сейчас у них репетиция, и в скором будущем состоится премьера «Грозы» на бурятском. Отличие по сюжету только в месте действия. Если у классика это вымышленный город на Волге, то здесь в постапокалиптической пустыне. Выжившим нужна вода, и весь спектакль герои ждут грозы. Автор необычной интерпретации – московский режиссер Виктория Печерникова. Ровно год назад она приезжала ставить спектакль «Тукшан». Я уже начинаю, мне кажется, думать на бурятском. Я стала обращать внимание, что я просто понимаю, о чем говорят даже. Ну вот бытовой, скажем, разговор. То есть, к вопросу о том, как я ориентируюсь в пьесе, я ее знаю наизусть. Бурятский мне для этого не нужно знать. Я прекрасно понимаю, в какой момент они находятся, где пьеса. И по мизансценам, и по тому, что они играют, про что они играют. И вижу, когда они теряются и забывают тексты. Это премьера, дебют вдвойне. На сцене выйдут молодые выпускники целевого направления Щукинского училища. В Бурятии они единственные из этой легендарной кузницы кадров и уже имеют опыт игры на самом высоком уровне. Мы играли на одной сцене вместе с Василием Семеновичем Луновым, с Евгением Владимировичем Князевым в Вахтангском театре, спектакле «Посвящение Еве». Ну, мы хоть и не главной роли, но мы были вместе с ними на сцене, на той легендарной сцене. Вот Щукинский театральный институт при театре Вахтанговском впервые мы подготовили национальную студию. Целевая подготовка, этот механизм, он наоборот получает свое развитие. Ежегодно мы по 18-20 человек направляем в центральные творческие вузы России. И я думаю, что это ни в коем случае не последняя студия. Сдачу спектакля назначили на 28 августа, а вот день премьеры пока неизвестен. До той поры, пока театрам не разрешат встретиться со зрителем. Никита Коробенков, Борис Геленов, телекомпания «Аригус».